Парк – это излюбленное место для гостей и горожан. Но, как вы видите сами, сломаны фонари, вокруг урны куча мусора, а землю вырыли свиньи. Центральная парковая территория в городе Гал, которая совсем недавно была благоустроена и куда многие с удовольствием приходят прогуляться и просто отдохнуть, страдает от нападения свиней. Причем как в прямом, так и в переносном значении этого слова. Управление городского хозяйства, наш коммунальный отдел прилагают усилия для того, чтобы центр города выглядел эстетично, и приезжающие к нам гости и жители города наслаждались посещением парка, могли провести время, провести свой досуг. Здесь у нас на самом деле очень интересные территории, хорошие. Мы пару лет назад на некоторых участках парковой зоны и на больших газонах засеяли траву, которая, как говорится, красиво вызрела, и как после того, как мы ее пострижем, она вот выглядит очень эстетично, красиво и украшает наш город. Но при этом, что хочу я сказать, к сожалению, у нас бесхозный выгул свиней приобрел массовый характер. Мы не в состоянии контролировать круглосуточно появление этих животных в городской черте, в центральной части особенно. То есть наши рабочие, уборщики коммунальные, они работают с утра до позднего вечера, но иногда, и мне сообщают, я сам наблюдаю, свиньи появляются и в 8, и в 9 часов, иногда вообще рано утром. То есть поставить круглосуточное дежурство из всех наших работников, которые и так, можно сказать, на грани своих возможностей физических работают, убирают город, это сделать невозможно. В связи с этим мы, Управление городского хозяйства, обратились с соответствующим запросом к нашему главному санитарному врачу и к главному экологу района, с тем, чтобы они дали оценку состоянию дел в связи с бесхозным выгулом свиней. Естественно, мы не хотим наблюдать вообще животных, бесхозно гуляющих по улицам города, но свиньи наносят особый вред. То есть они разрывают парки, повреждают соединительные линии передач городского освещения, которые расположены в столбах внизу. То есть они разбрасывают мусор. Даже были зафиксированы нами случаи, когда они валили контейнеры маленькие, на бок растаскивали мусор по всему городу. То есть это помимо неприятного эстетического зрелища несет под собой еще и проблемы с экологией, санитарным состоянием города. Если у нас есть введена система штрафов для крупного рогатого скота, который появляется в городе, мы с большим или меньшим успехом пытаемся с этой проблемой справиться, то в соответствии с распоряжением и с постановлением районного собрания выгул свиней в черте города запрещен. Однако до сегодняшнего дня никаких санкций в связи с этим запретом нет. И вот мы как раз будем обращаться в районное собрание с тем, чтобы они нам дали санкции, дали возможность в законном порядке избавляться от этих животных. Очень не хотелось бы нам принимать эти такие крайне жесткие меры. Очень надеюсь на то, что жители района, те, у кого есть свиньи, держат они в черте города их, что они их не будут выпускать на улицу, потому что очень много возмущений жителей, которые, на самом деле, в центре города, в городской черте мало приятно видеть свинью, которая рядом гуляет, портит газоны, разбрасывает мусор. Мы будем бороться с этим явлением очень жестко и в рамках закона. В этом смысле нам и районное собрание будет в помощь. Свиньи в парке стали появляться настолько часто, что уже мало кто обращает на это внимание. Но вот следы, которые они оставляют после себя, не остаются незамеченными. Зачастую животные, которые разгуливают по центральной части Гала, не только портят облик города, но и являются переносчиками разных болезней. Хотелось бы, конечно, отметить, что свободный выгул домашних животных, к которым относятся и домашние свиньи, в черте города запрещены. А касаемо именно свиней, опасность заключается в том, что они всеядные, плотоядные, траву едят, помимо этого еще и от мяса не отказываются, падалью питаются, могут переносить различные инфекционные болезни. Плюс они еще контактируют с дикими животными, где могут заразиться бешенством, также передавать данное заболевание укусом. Бывают случаи нападения свиней на маленьких детей. Такие случаи тоже у нас, к счастью, таких моментов не бывает, но описываются такие случаи. Также они могут быть переносчиками особо опасной инфекции, таких как сибирская язва, которая как раз споры в почве располагаются. Плюсом они еще очень сильно загрязняют окружающую среду из-за того, что копаются в мусорных баках. Каждый хозяин
обладающий данным видом животным, он должен иметь самосознание и в первую очередь сам препятствовать тому, чтобы его животное вредило городу, наносило ущерб городу, эстетический вид города портило. Вот. Но раз уж хозяева об этом не задумываются, тогда, конечно же, приходится идти на определенные более жесткие меры. Еще раз призываю хозяевов быть более ответственными. И это же все делается для народа, для красоты. И тем более они здесь живут. И так вот поверхностно относиться к своим прямым обязанностям, таким как следить за своей домашней скотиной и домашними животными, это их прямая обязанность, поэтому с них надо начинать, с их самосознания. Приняли меры, но недостаточные, к сожалению. К сожалению, недостаточные, и поэтому раз уж такими методами не получается, тогда уже будем ждать вердикта нашего начальства. Мы соответствующие письма, я как главный санитарный врач района уже написал письмо в управление городского хозяйства. Пакет документов готов для предоставления в собрание, и уже пусть на их уровне выносят определенные распоряжения, либо приказ или указ. Будем ждать. Это не единичные случаи. Как правило, владельцы выпускают животных погулять в любое время года, а следить круглосуточно за тем, чтобы собаки, свиньи и коровы не появлялись в городе, невозможно. Как отмечает председатель районного собрания Беслан-Кантаря, владельцы животных игнорируют все призывы руководства управления городского хозяйства и других соответствующих служб. Поэтому придется принять радикальные меры. На сегодняшний день в городской черте города Гал имеется 2 больших парка и небольшие скверы. В парках проводят отдых пожилые люди, молодежь, проводятся крупные мероприятия, такие как связанные с Днем города, Днем Победы, новогодние праздники и так далее. В недавнем прошлом мы принимали закон, регулирующий выпас скота на территории парков и вообще в черте города. И если нам кое-как удалось воздействовать на крупный рогатый скот, то хозяева мелких свиней, в том числе, хладнокровно игнорируют все наши призывы и производят выпас в ненужных местах, в том числе и в парковых зонах. Посмотрев вокруг, вы можете убедиться, во что свиньи сегодня превратили наши парки. Но мы будем на ближайшем заседании принимать новые законы. Закон, регулирующий выпас свиней в черте города. И призываем всех жителей района, чтобы они регулировали их выпас. В крайнем случае мы должны будем принять и те радикальные меры во благо чистоты нашего города и нашего района. Часто от рук нерадивых горожан страдают лавочки, фонари, мусорные ящики и даже домик для книг, который был установлен, чтобы все желающие могли взять и прочесть книгу, а взамен положить другую. В то время, как нам давно пора брать ответственность за все, что происходит вокруг, за то место, где мы живем, за тех животных, которых приручаем, за свои неверные действия и их последствия. Парк – это место красоты и притяжения, и насколько он красиво притягателен, зависит только от нас и от того, насколько мы бережно относимся к городу, в котором живем, работаем, учимся и отдыхаем. Анжела Убилава, Илона Микава, Борис Цацу, Абатубиблая, Гал Медиа.